Ассаламу алейкум, здравствуйте. На днях прошел юбилей известного романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков». 50-летний юбилей Идриса Базоркина. Но я хочу вам рассказать не об этом, я хочу вам рассказать о роковом случае из жизни Идриса Базоркина. Итак, освобождение Идриса Базоркина из осетинского плена. Вся Ингушетия помнит жертв геноцида этнической чистки ингушского населения пригородного района и города Буру-Владикавказ в октябре-ноябре 1992 года, осуществленной севера и юго-осетинскими бандформированиями при поддержке российских военных, втянутых обманным путем в эту заранее спланированную кровавую авантюру. Идрис Базоркин, знаменитый писатель, автор бессмертного романа «Из тьмы веков», был захвачен в плен в своей квартире во Владикавказе и увезен вместе с семьей из города, где удерживался вместе с тысячами других заложников в специально отведенных для этого помещениях. Квартира Идриса Базоркина была разграблена, и в том числе бесследно пропали рукописи неизданных книг. Под давлением общественности писатель был освобожден. Не выдержав еще одну трагедию своего народа, Идрис Базоркин тяжело заболел и скончался в мае 1993 года. Идрис был похоронен в горах в древнем городе Эгикал, там, где жили и творили герои его произведений. На фотографии, которую вы видите и которую вы увидите, запечатлен момент его обмена на захваченных осетинских боевиков на границе Назрановского и пригородного района в районе Базоркина Чермян. Черлеха дал с Волгой. На фотографии вы увидите 83-летнего старика, писателя, ветерана Великой Отечественной войны. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До новых встреч.